Здравствуйте, в студии Руфина Мукминова и «Время реальной экономики». Отгремели салюты победы во всех городах России. Но доблесть и отвага ветеранов войны и тружеников тыла в наших сердцах не только 9 мая. Несмотря на то, что этот памятный день остался позади, мы решили, что необходимо сделать праздничный выпуск программы. Совместно с энергетической компанией ТГК-16 мы подготовили для вас материалы о подвиге и героизме тех людей, благодаря которым мы можем говорить об экономической стабильности и могуществе нашей страны. Сегодня главными героями программы станут люди, которые, несмотря на все лишения, голод и холод, смогли приблизить долгожданный День Победы. Победа в Великой Отечественной войне была достигнута беспримерным героизмом всех народов Советского Союза. Свой вклад в победу внесли и жители Татарстана. На фронтах Великой Отечественной служили 700 тысяч татарстанцев, из них 350 тысяч, почти каждый второй, ушедший на фронт, погибли. Это почти 12% от всего довоенного населения республики. За свои воинские подвиги, воинскую доблесть и мужество более 200 наших земляков удостоены звания Героя Советского Союза. 50 человек стали полными кавалерами Ордена Славы. Части и соединения, сформированные в республике, прошли за годы войны героический путь. Особый вклад в победу над фашизмом внесли трудящиеся Татарстана. В кратчайшие сроки работа всего народного хозяйства республики была перестроена. В соответствии с утвержденным мобилизационным планом, предприятия, выпускавшие гражданские изделия, переключились на выпуск необходимой военной продукции. Наша республика поставляла на фронт оружие, боеприпасы и обмундирование. В целом, валовая продукция Татарстана за военный период увеличилась в 2,5 раза, составив в 1945 году 219% по сравнению с 1940-м. Преимущественное развитие получила тяжелая промышленность, удельный вес продукции которой представлял более 2/3 всей промышленной продукции республики. Новые промышленные центры появились в Елабуге, Чистополе, Мамадыше и Бугульме. Республика активно содействовала пополнению продовольственного фонда страны. Совместная работа с эвакуированными в республику крупнейшими учеными и научными учреждениями способствовала росту научного потенциала. Обо всем этом подробнее смотрите в этом выпуске. Энергия победы, каким трудом добывался каждый киловатт электроэнергии. Дневники тружеников тыла, записи, дошедшие до наших дней. Что помнят потомки о героях Великой Отечественной. Их осталось единицы. Как работает ветеранская организация компании ТГК-16. Подробный материал из Нижнекамска. С началом войны военная направленность экономики Татарстана усилилась. В связи с мобилизацией остро встал кадровый вопрос. С целью его решения был предпринят ряд мер. Введена 7-дневная рабочая неделя, отменены очередные дополнительные отпуска, замена их денежной компенсацией. Введены сначала всеобщая трудовая повинность, затем трудовая мобилизация с последствиями уголовного наказания за опоздание на работу или самовольное ее оставление. Население республики в принудительном порядке привлекалось к разного рода общественно полезным работам. На лесозаготовки, торфоразработки, расчистку площадей под строительство. Тяжелым испытанием для жителей Татарстана стало строительство Волжского оборонительного рубежа, возведенного в короткие сроки с целью подготовки территории на случай возникновения реальной опасности проникновения врага в тыл страны. Кроме того, Татарстан в военные годы принял и разместил на территории республики более 70 эвакуированных промышленных заводов и фабрик из центральных и западных регионов страны. Среди них крупнейшие Московский авиационный, Ленинградский авиационный, Ленинградский металлообрабатывающий, Московский часовой и другие заводы. Все это резко увеличило нагрузку на предприятия электроэнергетики. Потребовалось по-новому решать задачи электроснабжения. К решению проблемы были привлечены крупные научные силы. Все архивные сведения о тяготах на трудовых рубежах Татарстана бережно хранит Национальный музей республики. Здесь мы с вами видим артиллерийские снаряды. Пороховой завод выпускал заряды для «Катюш».
Фабрика «Спартак» выпускала обувь, кирзовые сапоги, меховая фабрика выпускала полушубки, куртки для летчиков, шлемы для летчиков, также меховые шапки. Каждый шестой самолет, изготовленный в годы войны, был изготовлен в Казани. У нас на заводе, авиационном заводе номер 22 имени Горбунова изготавливали пикирующие бомбардировщики П-2. Более 10 тысяч таких самолетов было изготовлено в годы войны. И на заводе номер 387, который был эвакуирован к нам из Ленинграда, он изготавливал вот такие вот самолеты. Самолеты называются У-2 или По-2 с 1944 года стали их называть. Они были преобразованы в ночные бомбардировщики. 22 июня 1941 года. Этот день навсегда останется в нашей памяти одним из страшных дней в истории страны. День, который изменил судьбы миллионов его жителей, в том числе и татарстанцев. Казань, Зеленодольск, Тетюши, Чистополь и другие города республики стали важной тыловой частью нашей Родины. В связи с быстрым захватом фашистами западных областей сложилось положение, при котором в Казани оказались единственные или почти единственные предприятия, выпускавшие для фронта такие виды продукции, как перископы для подводных лодок, авиационную кино- и фотопленку, кетгут, меховые унты и куртки для летчиков и танкистов. Даже такое мирное предприятие, как завод «Бум-литье», отливало корпуса из папье-маше для зажигательных бомб. На жиркомбинате имени Вахитова готовились зажигательные смеси, заливавшиеся в обыкновенные бутылки. Их использовали в борьбе с танками. Энергии катастрофически не хватало даже для обеспечения предприятий. Особенно осложнилось положение с наступлением зимы. С перебоями стало поступать топливо. Бывали случаи, когда из-за перебоев в подвозе топлива к станциям приходилось отключать на какое-то время от электроснабжения целые районы. Энергетиков, ушедших на фронт на станциях, заменили женщины и подростки. Единицы оставшихся мужчин совершали героические подвиги, работая без сна и отдыха. Очерки, дошедшие до наших дней, в полной мере описывают картину военных лет. На станциях компании ТГК-16 помнят и гордятся героизмом своих предшественников. Великая Победа. Путь к ней был долг и труден. Наша республика стала одним из важнейших регионов по производству боевой техники и обмундирования для фронта. Заводы и фабрики, еще вчера выпускавшие мирную продукцию, перестраивались на производство грозного оружия. Кроме того, тогда, в 1941 году, в Татарстан начали прибывать эшелоны с людьми и оборудованием предприятий, эвакуированных из Москвы, Ленинграда, Киева и других городов СССР. Вся энергосистема столкнулась с серьезными вызовами. В кратчайшие сроки нужно было обеспечить прибывшие заводы электричеством и теплом. Этот огромный вклад, который внесли энергетики в победу над фашизмом, помнят и чтят на всех станциях компании ТГК-16. Утро 22 июня перевернуло судьбу всей страны. В Казань, Зеленодольск, Чистополь и другие города республики вскоре начали прибывать эшелоны с людьми и оборудованием предприятий, которые были эвакуированы из Москвы, Ленинграда, Киева. Перед энергетиками Татарии встала огромная задача в короткий срок обеспечить прибывшие заводы электрической и отчасти тепловой энергией. В турбинном цехе вижу Мухиддинова и Кондюрина. Оба насторожены. Слушай, говорят, машину, и скажи, можно ли ей работать? А по цеху разносятся удары, и не сразу поймешь, откуда они раздаются. Обошел я все узлы, прикладываю ухо и так, и это. Наконец заявляю, машина работала и будет работать, а вот аэратор дрожит. Похоже на то, что туда попадает воздух или пар. Значит, и ты, Михаил, так думаешь, вздыхает Мухиддинов. Что ж, до приезда шеф-инженера будем предельно внимательными. Вдвоем с Кондюриным мы 5 суток не выходили из цеха. Усилиями всего коллектива в январе 1942 года станция удвоила мощность. Промышленность Казани и Зеленодольска получила возможность давать фронту значительно больше военной продукции. Уже в первые месяцы войны в Татарию было эвакуировано более 70 фабрик и заводов. Они значительно обеспечивали промышленную мощь республики. Их продукция должна была возместить ущерб, понесенный от оккупации западных областей страны. И, что самое важное, обеспечить армию необходимым арсеналом техники и амуниции.
Дополнительную нагрузку получили и наши местные заводы, которые начали работать по мобилизационному плану. Можно представить, какой напряженной, под жестким контролем была организация новых производств, как безотказно работали люди, от которых зависело бесперебойное снабжение электрической и тепловой энергией. В дни, когда на защиту рубежей нашей огромной страны от немецко-фашистских захватчиков вышли миллионы бойцов, чувствовалась острая нехватка энергетиков. В Тулу в то время шла своя борьба. Рабочие энергетики, подавляющее большинство которых были женщины и дети, осваивали профессию прямо на производстве. В то время укрепление энергетической базы было одной из военно-политических задач. Каждый из нас писал заявление: «Прошу ко мне подселить семью эвакуированных». В одной из 2 комнат моей квартиры жила семья Зверевых из Брянск-Энерго. Для энергетиков из Киева, Харькова, Брянска быстро собрали бараки, но многие селились и в землянках. А зима 41 года как будто испытывала людей на прочность. Мороз достигал 50 градусов. Приезжие ни дня не хотели сидеть без дела. Не дожидаясь работы по специальности, квалифицированные инженеры, техники, рабочие трудились на погрузке угля, выполняли всевозможную подсобную работу. Самоотверженным был труд энергетиков. Работали без выходных дней, по 12 часов в смену, полуголые. Руководители ТЭЦ и начальники цехов, находясь на казарменном положении, не оставляли цеха до 20 часов в сутки. Исключительно трудным делом было снабжение топливом. Мы радовались любому углю, и тощему, и даже взрывоопасному кизиловскому. Высокое содержание в нем летучих фракций не раз приводило к взрыву пыли, но затем мы приспособились и к кизиловскому углю, и работали на нем надежно. Потребление энергии в данный период резко увеличилось, и в первое время мощностей энергосистемы Татарстана катастрофически не хватало, чтобы обеспечить полностью все предприятия, работающие на нужды фронта. Особенно осложнилось это положение с наступлением зимы. С перебоями стало поступать топливо. Все железные дороги были забиты эшелонными с войсками, оборудованием эвакуированных предприятий. Отголоски войны давали о себе знать и через несколько лет после Дня Победы. Долгое время все 12 котлов работали на каменно-угольном топливе. Кто бывал на угольных электростанциях тех лет, знает, как затруднительны, особенно зимой, разгрузка и подача угля в котельную, его дробление, щепоулавливание, размол до получения пыли соответствующего качества. Уголь Донецкого и Кузнецкого бассейнов содержал золу и влагу, а иногда и не разорвавшиеся боеприпасы, патроны, детонаторы, снаряды. Случались боевые взрывы с повреждением предохранительных клапанов. Правда, обходилось без несчастных случаев, но работать нужно было очень внимательно. Установили жесткие лимиты энергопотребления для каждого предприятия. Естественно, и для населения пришлось ограничить отпуск энергии по 5 киловатт-часов в месяц на человека. Чтобы уложиться в лимит, людям приходилось пользоваться маломощными лампочками, а включение каких-либо нагревательных приборов не могло быть и речи. Обычно семьи собирались в одной из комнат квартиры или домов, и каждый из них под тусклым светом единственной лампочки занимался своим делом. Бывали случаи, когда из-за перебоев подачи топлива к станциям необходимо было отключать от электроэнергии целые районы. Для ликвидации дефицита электроэнергии в Казани научные силы Энергетического института Академии наук разработали новые подходы к увеличению мощности электростанций города. В результате удалось обеспечить рост производства электроэнергии и в целом по Татарии, который составлял 215%. Это почти вдвое выше общесоюзного показателя. Энергетики рука об руку шли с побеждающими войсками. Они создавали энергию, чтобы круглые сутки работали станки оборонных предприятий, чтобы топкам паровозов хватало угля, чтобы самолеты и танки побеждали врага и гнали его с нашей земли. Не зря эту энергию называют энергией победы. Несмотря на все трудности и лишения, энергетики смогли сохранить и приумножить ее даже в таких условиях. И мы должны помнить о всех героях. И тех, что сражались на линии фронта, и тех, что справлялись с войной в тылу. Победа в Великой Отечественной войне стала одной из ключевых вех XX века и мировой истории.
Ценой неисчислимых жертв и героических усилий наш народ отстоял свое право на независимость и мирный труд. На плечи энергетиков легли сложнейшие задачи по кардинальной перестройке отрасли и ее мобилизации. Сотни тысяч энергетиков сражались на передовой, добросовестно трудились в тылу, а потом в максимально короткие сроки восстанавливали послевоенную экономику. Они достойно справились с тяжелейшими задачами, от решения которых зависело будущее нашей страны. Прошло уже немало лет. Очень важно бережно хранить память о тех героических днях и мужественных людях, доказавших верность профессии и любовь к своей земле. Компания ТКК-16 верна традициям. С момента основания существует на предприятии ветеранская организация, которая благодаря своим мероприятиям и акциям передает эстафету памяти новым поколениям работников отрасли, знакомит их с героями, выходцами станций, учит отдавать дань благодарности ветеранам. Наша съемочная группа поехала в Нижнекамск, чтобы поучаствовать в праздничных мероприятиях, подготовленных ветеранской организацией Нижнекамской ТЭЦ-1 компании ТКК-16. Эта ветеранская организация в прошлом году признана лидером в Республике Татарстан. После разговора с председателем Совета ветеранов Нижнекамской ТЭЦ Леонтьевым Алексеевым сомнений в том, что ветеранские организации необходимы на всех предприятиях нашей страны, не осталось. Предлагаем вам послушать небольшой отрывок интервью. Добрый день, Леонтий Константинович. Спасибо, что согласились с нами побеседовать. В этот священный день, 9 мая, мы хотим с вами поздравить ваших ветеранов и тружеников тыла, если вы нам позволите. Спасибо вам тоже. Но для начала хочется, чтобы вы ответили на пару вопросов. Расскажите, пожалуйста, вот у вас существует на предприятии ветеранская организация. К сожалению, не на всех предприятиях сейчас сохранились ветеранские организации. Если коротко, какие функции вы выполняете? Ну, в первую очередь, наверное, мы считаем, и считают все, и администрация, и профсоюзный комитет, и молодежные организации, и Совет ветеранов. Самое главное – это внимание к каждому нашему ветерану. Что касается вот такой вне праздников работы, дело в том, что вот в связи пандемии те праздники, которые мы проводили совместно, их сегодня собирать, ну, не очень-то желательно, поэтому, значит, мы решили усилить каждому отдельное внимание по отдельности. Для этого мы составили график посещения пенсионеров. Значит, это составили наши структурные подразделения и, соответственно, включая сюда день рождения, праздники, юбилейная дата, ну и просто посетить человека, когда, допустим, болеет пенсионер. И вот согласно этого графика представители и администрации, и профсоюзный комитет, и молодежные организации, и, конечно, Совет ветеранов, мы проводим посещение на дому наших пенсионеров. То есть оказываем вот такое индивидуальное внимание. Для того, чтобы узнать, какие вопросы сегодня волнуют наших пенсионеров, нам выделено помещение в центре города по улице 30 Победы руководством ТГК и от Нижнекамской ТЭЦ. Мы проводим прием понедельник и четверг, куда приходят наши пенсионеры с своими проблемами. Это значит, ну, самый, наверное, главный пенсионер – это сегодня здоровье, поскольку вот мы профсоюзный бюджет оказываем материальную помощь на лечение, там операции бывают. Потом частично решаем вопросы санаторно-курортного лечения. Одиноким и больным пенсионерам оказываем, ну, небольшие ремонты квартир, садовых домиков, еще. И бывают вопросы юридического характера, правового, тоже консультации делаем, даже вплоть до того, приглашением юриста рискового профсоюза, электропрофсоюза, бесплатно оказываем вот такие консультации по правовым вопросам. Вот основной круг работы. Очень важно, чтобы и молодое поколение тоже уважало ветеранов, там, оказывало дань, да, памяти. Вы в этом направлении какую работу проводите? Ну, мы работу ведь проводим в соответствии с планом работы календарной. Когда план работы составляем, основу берем мы и план работы и профсоюзного комитета, и молодежной организации. Молодые люди должны знать, какую все-таки большую историческую нам сделали наши ветераны. Особенно после войны, военное время подготовили эту жизнь нам. И дальше уже строили заводы и так далее, соответственно, энергетику тоже. Вот, благодаря им сегодня вот надежный фундамент создан, наше энергетическое предприятие работает стабильно, обеспечивает своих потребителей теплом и электроэнергией. Мы считаем, что ветераны, эта молодежь должна узнать, освоить и в дальнейшем уважением относиться к нашим ветеранам.
У нас еще есть информация, что в прошлом году вы признаны одной из лучших ветеранских организаций в Республике Татарстан. Как вам это удалось и за что вот такое почетное звание присуждается организации? Значит, ветеранская организация Республики Татарстан объявила конкурс на лучшую первичную ветеранскую организацию Республики Татарстан. По, значит, решению, будем говорить, Совета ветеранов города, вот, который возглавляет Китанов, мы тоже принимали участие в этом, подготовили информацию, альбом, значит, и все то, что мы делаем сегодня, просто изложили в этом альбоме. Но комиссия считала, что мы тоже достойны чему-то, чтобы оценили нашу работу. Вот так мы заняли по Республике Татарстан второе место среди первичных ветеранских организаций Республики Татарстан. Спасибо вам, желаем вам сохранять лидерские позиции. Ну, в заключение хочу поздравить всех наших ветеранов вот этой великой победой, значит, ну и всех. А потом огромное спасибо вот за работу, которую сегодня мы проводим именно благодаря совместной работе администрации, профсоюзный комитет, молодежной организации и, конечно, Совет ветеранов. Спасибо за интересный разговор. А сейчас, дорогие телезрители, я предлагаю вам вместе с нами отправиться и посмотреть, как Нижнекамская ТЭЦ ПТК-1 поздравляет ветеранов Великой Отечественной и тружеников тыла с этим великим праздником 9 мая. Накануне великого праздника 9 мая представители профсоюзной молодежной организации Совета ветеранов компании ТГК-16 по традиции навещают всех участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. И в Казани, и в Нижнекамске, в этих городах расположены станции энергопредприятия, проходит этот праздник душевно и тепло. Компания подготовила для выходцев обеих ТЭЦ продуктовые наборы и денежные подарки. Но главное для ветеранов в этот день – это внимание, забота и общение, которых им так не хватает. Вот вы приехали тоже хорошо, ведь мне это радость. Газовую плиту поставили, спасибо, дай Бог здоровья. Всему персоналу ТЭЦ-3 большое спасибо. Первыми в этом году поздравили ветеранов Казанской ТЭЦ-3. Их осталось всего 7 человек. В преддверии великого для всей страны праздника детям войны, ветеранам фронта и тыла дорого признание их труда. Профсоюзная организация станции находится в тесном контакте с ветеранами круглый год и всегда готова предоставить свою помощь, если она необходима. Забота о ветеранах, тружениках тыла – это важная часть социальной политики ТГК-16. Мы регулярно навещаем наших ветеранов, оказываем им помощь и поддержку. Эти люди в годы войны обеспечивали фронт топливом, промышленность, сельское хозяйство теплом и электрической энергией. То есть эти люди делали большое дело. В Нижнекамске же на ТЭЦ ПТК-1 помимо профсоюзной молодежной организации удалось сохранить Совет ветеранов, который курирует всех выходцев станций, включая одного ветерана войны и 7 тружеников тыла. Эта структура оказывает помощь и поддержку тем, кто в ней нуждается. Нина Рахимова благодарна всем работникам станции, которые навещают ее маму на дому и регулярно справляются о ее здоровье по телефону. Мою маму пришли поздравить с праздником великим 9 мая. Каждый год приходят, поздравляют. Мы очень рады за нее, что она как бы чувствует, что она ее еще помнит, что нужна. Много лет назад, вот как она ушла, и помогали, чем только не помогали они. Молодцы они. Забота о ветеранах войны и тружениках тыла – важная часть социальной политики ТГК-16. Бывшие работники станций с улыбкой вспоминают о своих трудовых буднях. Так приятно видеть, как хорошеют старики в этот день. Не столько подарки, сколько внимания вызывает на их лице улыбку. В преддверии праздника мы со всеми ветеранами созвонились, узнали про их состояние здоровья. Планировали бы, конечно, хотелось бы очень их пригласить, где-то собрать, но состояние здоровья ветеранов такое, что уже их где-то куда-то собирать невозможно. Поэтому было принято решение о вручении каждому ветерану продуктового набора. Ветеранам хочется пожелать прежде всего доброго здоровья, конечно, но и чтобы вот они, как бы сказать, больше с ними встречаться, общаться, чтобы помнить о них, чтобы они помнили и чувствовали нашу заботу о них. Ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны с каждым годом остается все меньше. В среднем каждому из них от 80 до 90 лет.
Вместо традиционного концерта и чаепития для сохранения здоровья ветеранов безопасности все поздравления с разрешения родственников проходят на дому. Но в этом есть и свои плюсы. Каждый ветеран может лично поведать историю своей жизни, которая непременно сохранится и будет передаваться из поколения в поколение работникам станций. Валентина Орлова, как сейчас, помнит тот миг, когда объявили об окончании войны. Пришла к нам приятельница и стучит так в окно шибко, так шибко. Даже испугали мы все, соскочили, думали, пожар или что. Она кричит: вставайте, вставайте, война кончилась. А мы встали, в чем попало, и пляшем, и прыгаем, и все. Помнить и чтить подвиг всех, кто сражался на линии фронта и приближал победу в тылу. Это маленькая часть того, чем мы можем наградить наших ветеранов за мирное небо над нашими головами. И пусть в наших сердцах всегда отзывается этот великий День Победы. Память о Великой Победе из года в год становится только крепче. Мы помним каждого, кто сражался на линии фронта, кто совершал трудовые подвиги в тылу. Наше светлое настоящее – это ваша заслуга. На этом все. Благодарим вас за внимание. Увидимся через неделю.